Это не просто спорт, а настоящий бой, требующий невероятной силы, выносливости и, конечно же, мастерства. Армрестлинг – борьба за превосходство в сжатии руки, где каждый сантиметр дается непростым трудом. Состязания требуют не только физической силы, но и тактики, умения держать себя в оптимальной форме, стратегического планирования. Именно такие парни и собрались в тренажерном зале. Но главная новость состоит в том, что добились впечатляющих результатов на 3 чемпионатах России по армрестлингу в 2025 году. В чемпионате России по армрестлингу, который проходил с 14 по 19 апреля, принимали участие Адам Баркинхоев, он завоевал серебряную медаль, и Ибрагим Тимурзиев, который завоевал 2 золотые медали. Помимо прочего, наш земляк признан лучшим спортсменом России по армрестлингу 2024 года. Я выступал на этом чемпионате России 90 килограммов, и мы все знаем, что 90-100 это самые такие престижные категории, потому что в этих категориях спортсменов бывает много, и, естественно, где больше спортсменов, тем тяжелее выступать. А так, в целом, и на левой, и на правой руке у меня получилось выиграть 2 золота. Вот, на левой руке у меня была травма, я его залечивал, думал, что будет тяжело, но, алхамдулилlah, я сумел выиграть. А на правой руке у меня соперники были хорошие. У меня был с Карачаево-Черкесии парень, в финале он со мной боролся. С ним было очень тяжело, даже он чуть раскрыл пальцы мои, но потом уже как это срыв захвата получается, и после этого, естественно, я собрался и выиграл его. А это первенство России по армрестлингу, которое проходило с 16 по 21 марта. Магомед Амин Булгучев в схватке с именитыми армрестлерами России завоевал серебро. Вы победили 6 спортсменов там. Да, как по моему мнению, соревнования прошли очень успешно, смотря на мои подготовки. Но, иншаллах, будем стремиться еще к лучшему. Уже на чемпионате России по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, проходившем также в феврале текущего года в городе Орел, победным выступлением отметился еще один наш спортсмен Муса Тыбоев. Птица гордость в общем команды. Дикчик делал это самое. Цаур барса вышел. А мы сейчас говорим. Дикчик делал, халка мотик я как-то делал это самое. Кичу дука я. Кичу дикая раз бай ханял отбор на миллиард колш. Соперник кичу бол хождар. Сада кичу дикая раз делал это самое. Все победители и призеры отобраны на чемпионат мира по армрестлингу, который состоится в сентябре этого года. Армрестлеры Ингушетии вносят огромный вклад в развитие спорта не только региона, но и всей России. Они не только демонстрируют спортивные достижения, но и вдохновляют многих на путь к самосовершенствованию и стремлению к победам, отметили в Федерации армрестлинга. Ребята очень достойно, хорошо выступили. Результаты очень даже отобрались. 5 человек отправились на чемпионат мира. Призеры России стали, первые тренеры попадают на чемпионат мира. В этом году в Болгарии должен быть чемпионат мира. Мы сейчас к этому чемпионату мира готовимся. И еще одна сенсация. Наш земляк Ибрагим Сагов завоевал вакантный титул чемпиона мира по армрестлингу весовой категории до 115 килограммов, одержав убедительную победу 4-0 над 6-кратным чемпионом мира из Грузии Геннадием Квиквиния. Он нас очень сильно обрадовал. Он стал чемпионом мира среди профессионалов. Буквально 3 дня назад приехал. И для нас это большая радость, для республики, для нас, для армрестлеров. И просто у него парня не получилось проехать в Турции под конец нервного повода бежал, серьезно заболел. Армрестлинг – это сложная игра, где мастерство и стратегия играют не меньшую роль, чем физическая мощь. Спортсмены проводят долгие часы в тренировочном зале, оттачивая технику, укрепляя мышцы и развивая технику, позволяющую в нужный момент проявить максимальную силу. Адам Мережков, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.